Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі паспяхова ўкараняюцца ў сферу адукацыі. У Беларусі паступова запускаецца праект «Электронная школа». Электронныя дзённікі і журналы прыходзяць на змену папяровым. Здымачная група нашага тэлеканала пабывала ў Александрыйскай школе і пацікавілася асаблівасцямі гэтага новаўвядзення. Александрийская школа вялікую увагу надае інфармацыйным тэхналогіям у адукацыйным працэсе. Некалькі гадоў таму тут пачалі займацца укаранением такого сервису, як электронный журнал и дзённик. Сегодня используются две платформы, это Schoolbuy и Znaibuy. На Znaibuy, кроме электронных дневников, есть еще электронные журналы. И также есть приложение для родителей, учащихся школы и для администрации школы, где кроме оценок можно сразу увидеть сформированные в автоматическом режиме отчеты, которые учителя ранее делали вручную, выставляя сводные оценки. Средний балл просчитывали. Для того, каб поставить адзнаку за урок або паводзіны, настаўніку дастаткова некалькі разоў кликнуть мышкой альбо провести рукой по экране. Каким образом работает система? Выбирая журнал, закладку, мы выбираем предмет, то есть сначала класс, предмет, в данном случае информатика. Для того, чтобы проставить оценку учащемуся, мы смотрим, какая фамилия учащегося, выбираем учебный день. Сегодня у нас, к примеру, 17 ноября. И Абраменко Алексей, чтобы получить оценку, выбираем на интерфейсе и проставляем, какую оценку надо поставить. Выставляя ту или иную оценку, подтверждаем, и у учащегося получается оценка 8, то есть ту, которую он заработал. Чем еще система хороша? Если учитель, он выставляет свои оценки, как и в журнале, то в конце четверти и в течение всей четверти здесь автоматически проставляется средний балл. И учащийся, и учитель видит, с кем нужно поработать, и где у учащегося есть провал, и он может подтянуть свой средний балл для того, чтобы потом получить хорошую четвертную оценку, потому что четвертная оценка здесь за предыдущую четверть уже есть, и он может видеть, что он получит за четверть и в конце за год. Зараз галоўны документ любого школьника немагчыма страціць або забыть дома. Бацькі маюць пастаянны лёгкі доступ до дзённіка свайго дзіцяці. Чем еще интересна эта система? То, что родители могут дистанционно посмотреть оценку не только четвертную, но и текущую оценку и посмотреть, за что она проставлена. Домашнее задание, тему работы на уроке. Все это проставляется в электронном журнале на платформе Znaibuy. А у нас на сегодняшний день из 208 учащихся 38 воспитанников «Динамо Брест» Академии спорта. И это родители, которые проживают сегодня практически по всей Республике Беларусь. Родители очень интересуются успеваемостью своих детей, могут в любой момент посмотреть, был ли учащийся на уроке, что он получил, по какой теме. И на выходные, уже приезжая, забирая своих ребят домой, они могут свободно ориентироваться в тех оценках, которые они получили, и задавать уже сразу вопрос и учителю, и ребенку, с чем дальше работать. Информация об паспяховасці и наведвальнасці, домашнее задание, расклад урокаў, рекомендации наставника. Гэта только частка того, что можно убачыць у электронным дзённіку. Традыцыйныя папяровыя дзённікі и журналы пакуль ніхто не адмяняў. Классные кіраўнікі и бацькі освоивают новые технологии. Я очень доволен этой системой, потому что можно отследить работу и учителя, и администратора, и родителей, взаимодействия в комплексе. Мы можем оперативно владеть информацией, оперативно дополнять работу учителя, дополнительно
поощрять и работу учителя, и просить своевременно помощи у родителей, чтобы они где-то помогли своему ребенку в знаниях. З одного боку адкрытасць і празрыстасць, з другога строгая канфідэнцыяльнасць. Кожны вучань мае доступ толькі да свайго электроннага дзённіка. І бацькі не маюць магчымасці параўноўваць паспяховасць свайго дзіцяці з іншым. Дадзеныя іншых дзяцей для прагляду зачыненыя. Мне очень нравится эта система, потому что это удобно как для учеников, так и для родителей, потому что у меня учатся 2 детей в школе, и я всегда могу посмотреть и что-то подсказать, и им сказать, какие оценки нужно подтянуть, и дети сами видят результат, на что они идут. З кожным навучальным годам усё больш беларускіх школ выкарыстоўваюць электронныя дзённікі і журналы. До 2020 года проект «Электронная школа» павінен ахапіць ужо 80% устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.